республике 15 лет. Вы знаете, ребята, что 4 июня 1992 года образовалась наша молодая республика. Лали тоже родилась в этот день. День, когда начался новый этап в истории ингушского народа. О чем пишут в своих сочинениях ровесники республики. О том, что видят вокруг. Мы находимся на земле безграничной доброты. Если здесь строится, в мусульманской стране строится православный храм, это есть показатель благополучия. Ну, видно было, что что-то необъяснимое, что-то вот исключительное произошло. Но не знаю я даже, как это объяснить. А это сбруя и газыри. Насечка золотом поставили. Это назывался черный кинжал. Отцы, матери, дети в Симку выслали. Голоде, холоде. Даже никаких надежд в жизни не было. На Кавказе вот такого оборудования нет, да? Это в данное время, в Ниале, это в Ростове, нужно с ним встретиться. В день открытия центра роженицами готовились стать 5 мам. Президент обещал каждой из них по 50 тысяч рублей. Когда об этом узнали другие, рожениц стало в 5 раз больше. И вот когда надевали, желали ей столько-то мальчиков, столько-то девочек, сколько звеньев у тебя там. Наши предки говорили, что самое большое богатство, когда ты уважаем и в цене у своего народа, у своей семьи. Любое уважение начинается с собственного дома, с собственного села, с республики. А ингуши, вы знаете, это народ, я сказал, очень добрый, наверное, народ, который я больше всего на свете люблю, не наверное, точно. 5 лет тому назад, вступая в должность президента Ингушетии, Мурат Зязиков понимал, что одной любви к своему народу, какой бы сильной она ни была, мало для того, чтобы этот народ жил счастливо. И потому говорил тогда меньше о своих чувствах, больше о планах, которые в то время многим казались просто нереальными. Ведь по сути ему практически пришлось начинать с нуля. Не президент, а антикризисный менеджер. Такое определение Зязикову тогда подходило больше. По существу он принял республику с разрушенными производством и социальной инфраструктурой. Кроме того, Ингушетия имела государственный долг в 3 с лишним раза превышающий собственные доходы. Нужны были инвестиции и политическая стабильность. Для чего? Чтобы через 5 лет эти ребята могли тоже признаваться в любви к своей республике. Во-первых, я люблю ее, потому что я ощущаю себя здесь как дома. В каком другом месте я не могу себя ощущать, как здесь, в моей республике. Наверное, эту тему ребятам раскрывать несложно. Им самим 15 лет. Они росли вместе с республикой. Теперь у Ингушетии вот такое лицо, молодое и привлекательное. Их жизнь тесно связана с историей Ингушетии, в которой было немало и горьких страниц. Трагедия репрессированных народов. Нет ни одной ингушской семьи, которая не пострадала бы от геноцида. Депортация сломала судьбы, жизни ни в чем не повинных людей. Тогда, в 1944-м, обвиненные в пособничестве фашистам, десятки тысяч семей, детей и стариков были высланы далеко за пределы своей родины. Чудовищные переживания. Скотские вагоны, зима, холод, голод, оскорбления. О том, что ему пришлось пережить, Тагир Бекбузаров может рассказывать часами. Все его родственники погибли, так и не вернулись домой. Обратную дорогу осилил только он. Ну а какие дни были для него самыми счастливыми, говорит в 1954-м, когда им, переселенцам, разрешили выйти из резервации и свободно перемещаться по Казахстану. В 1957-м, когда репрессированный народ был реабилитирован. И совсем недавно, когда у него появился внук. Верит, что на его долю подобные испытания не выпадут никогда. Какая может быть обида, если так получилось? На кого обижаться? У меня все похоронены там. Что? Трудно говорить, когда комок в горле. Когда от воспоминаний наворачиваются слезы на глазах. Мурат Паланкоев – народный художник Ингушетии. Его знают на родине и за рубежом. Талантами не обделен. Кисточку берет или камень, и всегда у него в итоге произведения искусства получаются.
начал вот строить во дворе башню. Точно такую, как строили предки много веков назад в горах Ингушетии. До сих пор с 7 века там стоят. Служили они народу ингушскому и как жилище, и как защита от врагов. И еще, по легендам, одним главным свойством обладали – оберегали от невзгод и несчастий. Мне нужно 5 камней сделать. У меня похоронены в Алмате 2 брата, отец, мать и сестра. Вот им я хочу поставить здесь на кладбище этих 5 камней и привезти оттуда немного земли. Ну, сестра привезет, когда будет приезжать землю. Вот все. Вот такие чтобы какая-то память, чтобы была здесь о родителях, о братьях. Память о всех жертвах геноцида Мурат уже увековечил. По его проекту на развилке дорог между Назранью и Магасом построен этот мемориал. Это боль, это, конечно, это историческая память, это то, что люди не должны забывать. Есть четкое понимание, что народы, которые проживали в Советском Союзе в тот период, очень многие тоже пострадали. Есть четкое понимание и благодарность тому многонациональному народу Киргизии, Казахстана. Я, кстати, в присутствии нашего президента Владимира Владимировича Путина подошел к президенту Киргизии, Казахстана, поблагодарил. Это вот прошло 60 лет, я их поблагодарил, что они приняли в тот сложный период народ, который был изгнан своей родины исторической. Это было вопиющее безобразие. Это был такой, если хотите, государственный терроризм по отношению к конкретному народу. И не только ингушский народ, и у нас 13 репрессированных народов. Но самая главная ценность вот в этой ситуации, то, что сегодня Россия выбрала демократический путь развития. И мы сегодня делаем все, и должны в стране делать все, чтобы нигде, ни с каким народом никогда это не повторилось. Кстати, президент республики сам из семьи репрессированных. Он родился в 1957 году в Киргизии, куда были высланы его родители. Башни, скованные колючей проволокой, напоминают о трагедии ингушского народа, о годах его депортации. До сих пор более 30 тысяч ингушей живут вдали от родины. Выросло новое поколение, и это в основном уже дети и внуки тех, кто был выслан в 1944-м по воле отца народов в Среднюю Азию и Казахстан. Но желание вернуться домой остается у многих из них, и республика готова их принять. Кстати, здесь, в Ингушетии, действует единственная на Кавказе программа по возвращению соотечественников, поддержанная президентом Путиным. Разумеется, без поддержки федерального центра решить эту задачу быстро и эффективно не удастся. Поэтому у нас есть соответствующие программы, есть определенные договоренности на уровне правительства с президентом Зязиковым, к которому я отношусь с большим уважением. И мы все это будем осуществлять, все это будет продолжаться. Здесь не различают людей по национальному признаку, а к русским всегда относились с особой теплотой. Когда в 90-е годы этнические русские стали покидать Северный Кавказ, спасаясь от войны, от бед, которые она несла в приграничные районы, то не знали, удастся ли вернуться. Осиротели дома, улицы, поселки. Ты знаешь, я, говорит, уже не люблю эту улицу. А почему? А потому что, говорит, русские уехали. Нет, говорит, их уже. Раньше, говорит, бабушки выйдут, сидят, разговаривают на улице. Жены наши подходят, как-то делятся, общаются. А вот новые, говорит, поселились, говорит, вот как-то вот замкнуто живут. Ну, не так, не то. И очень радуется то, что русские возвращаются. И говорят, вот, спасибо нашему президенту, что вот настолько поддержали все это. Такой вот у местных жителей настрой. Антонине Хасиевой он хорошо известен. По долгу службы, как заместитель главы администрации Сунжинского района, она занимается обустройством русских, таких, как и она сама, вернувшихся в родные места. Как вас приняли здесь? Нас очень хорошо приняли. Нас принимают как родных. Ходакова, Челенко, Братко – список из сотен фамилий, который можно продолжать. Русские семьи, которые вернулись, возвращаются на родную землю Ингушетии. Такое слово, может быть, оно было заезжено, это слово интернационализм, но оно было, когда люди чувствовали себя везде комфортно, и это очень важно. Но для меня, конечно, я радуюсь, вот эти 5 лет, я радуюсь, когда вижу лица детей, лица старейшин. Повод разделить радость вместе с народом у президента есть. Только за последние 1,5 года в Ингушетию вернулось более 500 человек. Практически все они получили жилье и работу. Конечно, очередь на квартиры существует, но она быстро сокращается, так как за прошедшие 5 лет в республике введено более 2 миллионов квадратных метров жилья.
Темпы строительства впечатляют. Столица республики, город Магаз, похожа сегодня на огромную стройку, тогда как всего несколько лет назад здесь было лишь 3 административных здания. Строятся дороги, школы, больницы. Не осталось ни одного села, ни одного дома, куда не был бы подведен газ. За последние годы 100% территории республики было газифицировано. Это непревзойденный результат. Причем сделано это было не за счет вот этой общей программы газификации, а за счет внутренних источников. Что это означает? Это означает, что руководство республики поставило в качестве приоритета решение этой задачи. И решило ее. Когда в 2002 году президентом республики был избран Мурат Зязиков, по темпам строительства Ингушетия была на 86-м месте среди российских регионов, а теперь поднялась на 25-е. Все это итоги первой пятилетки главы республики. Эти 5 лет как один день. Вот для исторического такого рубежа это небольшой период. Для Ингушетии это такой большой период, большое знаковое время. Сказать, что всем все, что делается, я доволен, это было бы неправильно. Но я знаю, что любой руководитель, если он пришел, не ворвался в политику, а пришел с Божьего благословения, с людской поддержкой, это человек, который... У него нет своей жизни, у него жизнь, его жизнь – это часть жизни народа. И наоборот. Конечно, многое удалось сделать, но самое главное, произошла консолидация людей. Республика Ингушетия самая молодая в Российской Федерации, и переживает она сегодня настоящий бэби-бум. Детей в Ингушетии становится все больше. Здесь самая высокая рождаемость в России. И случай уникальный даже для такого передового в плане увеличения населения края – рождения четверни. Отличилась Лида Алхоева, у которой до этого уже было 4 детей. Старший мальчик и девочка, во время съемок они были в школе, учатся в старших классах. Потом родились двойняшки Рамзан и Ася, им 13. И вот год назад у 38-летней матери на свет появились сразу 3 девочки и 1 мальчик. Общий вес новорожденных составлял 8 килограммов 400 граммов. Такого в Ингушетии не было последние 50 лет. Дети в этой семье рождались по системе 1-1, 2-4. То есть после двойняшек сразу родилась четверня. Но пример Лидии Алхоевой оказался заразительным. Ее подруга недавно родила тройню. Алхоевы – беженцы из зоны осетино-ингушского конфликта. 13 лет скитались по чужим квартирам. Теперь у них своя 5-комнатная. Ключи многодетной семье вручал лично глава республики. Наше спасение, в общем. Вот так вот. Президент наш Мурат Магомедович Зязиков выделил нам квартиру. И, честно сказать, мы очень долго не могли вот с этим как-то вникнуть в это. Вот понять, что вот произошло это на самом деле. Вопрос демографической ситуации тоже, что это вопрос не просто там количество детей, сколько где появилось, а вопрос национальной безопасности. Россия, она всегда отличалась тем, что она была многонациональной, многоконфессиональной и многодетной. Мы знаем, что многодетные семьи, они бывают сплоченные, дружные. Средний возраст жителей республики 28,5 лет. При этом в Ингушетии самая высокая продолжительность жизни – почти 80 лет. У меня спрашивали, вот я был за рубежом во многих поездках в составе государственной делегации. Всегда возникает вопрос, когда речь заходит о инвестициях, когда мы... Конечно, я все рассказываю, нашу сырьевую базу, про нефть говорю, там, про стройиндустрию, про агропромышленный комплекс. Но первое, что я говорю всегда, что самое большое богатство – это люди. Я была очарована президентом Ингушетии и всем, что он делает, признается Анджелина Джоли, без оглядки на Брэда Питта. Хотите верьте, хотите нет, но в последнее время кражи невест в Ингушетии стали чаще. И я понимаю, почему, оказавшись рядом с такой красавицей. Вы хотите, чтобы вас украли? Нет. Отворот-поворот. Как украсть невесту и избежать кровной мести. Я давний друг России, жалею, что до сих пор не побывал в Ингушетии. Пьер Карден мечтает приехать на Северный Кавказ. Для любого ингуша родовая башня – это все-таки начало начал. Это
то, к чему в конечном итоге возвращаешься, это то, когда происходит переоценка ценностей, и когда какое-то ты решение принимаешь, все равно ты думаешь, а что по этому поводу могли думать твои предки, а как вот поступили бы они? Камень в основании башни дороже любых драгоценностей. О людях и обычаях, нравах и традициях ингушского народа в нашей следующей программе. Юные литераторы, экономисты, математики, модельеры, музыканты. Все они участники международного форума «Одаренные дети». Их чествуют в колонном зале Дома Союзов. Из одной только Ингушетии 58 детей. Ровно столько талантов и надежд. Больше всех. Наверное, потому что республика сама очень молода. В эти дни она отмечает свое 15-летие. Мы были в номинации хореографический, а номер был танец башлыком. Раньше девушки дарили парням башлык, вязали сами и дарили парням. Я заняла гран-при в номинации «Литературный салон» глаголом «Жечь сердца людей». Этот форум заставил нас поверить в то, что мы действительно будущее России, что от нас зависит будущее нашей страны и жизнь дальнейших поколений. Я их принимаю как национальных героев. Вот, понимаете, как национальных героев России и Ингушетии. Если спрашивают вот у кого-то, что такое счастье, вот как вы это понимаете, вот для меня это сегодня, как для регионального руководителя, это большое счастье. То, что вот мои сегодня детишки с республики, они сегодня на этой такой главной сцене представляют Ингушетию. Они сегодня еще раз заставляют говорить о самом молодом субъекте Российской Федерации и говорит о том, что у нас большое будущее. Большое будущее вместе с Россией, которое неотделимо от прошлого. Президентский дворец. На крыше реют флаги России и Ингушетии. А вообще первая документальная запись дружественных контактов русских и ингушей относится к 1567 году. Тогда Иван Грозный начал прокладывать дорогу на Кавказ. А в 1744 году Екатерина II повелевает всячески способствовать единению с Россией ингушей как наиболее лояльных и ищущих ее покровительства. А уже через четверть века документ о вхождении в состав государства российского был подписан недалеко отсюда, на склоне Согласия. В марте 1770 года ингушские старшины собрались для подписания документа вблизи селения Ангушт. Кстати, на опубликованных картах России начала 70-х годов XVIII века из всех народов Кавказа, находящихся в составе России, названы только ингуши. Мы сегодня, ингуши, часть российской кавказской цивилизации. И вот это надо помнить всегда. Мы всегда были с Россией. Вот мы будем отмечать 235 лет добровольного вхождения в состав России. Вы обратите внимание на то, что я сказал. Добровольного вхождения, не присоединения, есть где большие даты есть, не там покорения или еще чего-то. Добровольного вхождения в состав России. И это для нас, конечно, очень важный момент. И я думаю, что наши предки, они были мудрее нас, и они выбрали единственный путь. Путь вместе с Россией, всегда с Россией. И тогда, когда хорошо, и тогда, когда плохо. Вместе и в горе, и в радости ингуши и русские. Об этом тоже говорится в послании потомкам. Капсулу с ним заложили в основание православного храма в станице Орджоникидзевской. Храм возводили всем миром, и неважно, кто какому богу молится. Построили быстро, всего за год. Скоро приступать к внутреннему убранству. Спасибо, что вы участвуете в возрождении одного из храмов. И необходимые храмы, которые будут духовно удовлетворять жителей русскоязычных православных людей, которые живут в Ингушетии. И главное, я думаю, наша общая задача – это сохранение межнационального мира, согласия в обществе
получилось так, что вот несколько лет назад, ну как-то вот все говорили о чеченских беженцах, там, о других беженцах, о курдах, там, иногда вспоминали ингушских беженцев, но никто не говорил про русских. Как будто такое ощущение, как будто этой проблемы нет. А эта проблема есть, она есть, и они должны жить там, как и любой гражданин России, там, где они хотят, тем более на своей исторической родине. А Ингушетия для многих это историческая родина, и они будут там жить. 90-е годы прошлого столетия стали временем исхода русских из Ингушетии. Боевые действия на Северном Кавказе заставили покинуть их родные дома, сделали изгоями. Челенко и Сидельниковы – добрые соседи. Они часто собираются вместе, вспоминают, как были вынуждены бежать от войны, как нашли временный приют на Ставрополье, и все это время мечтали вернуться домой. Любой человек из нас, кто бы он ни был по нации, а приехать на родину – это первое. Говорит, везде хорошо, но дома лучше. Их внук Максим на все лето приезжает к дедушке с бабушкой. Родители за него спокойны. Сами они пока живут за пределами Ингушетии, но возвращение – дело для них решенное. И то, о чем раньше мечталось лишь во сне, о мире и согласии на родной земле, стало реальностью. И ингуши, и русские. Как-то мы не разделяем вот национальное что-то, что он такой нации, он такой веры, такой. Вот именно, что интересно все. Что-то хорошее у мусульман мы тоже берем, перенимаем. Что-то хорошее у нас они берут. Это очень хорошо. Вообще, в иные времена на сравнительно небольшой территории Ингушетии беженцев было больше, чем собственного населения. Поездами в никуда называли вагоны и палаточные лагеря, в которых они еще не так давно ютились. Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Палаточные городки остались только на архивных фотографиях. Во времена Чеченской войны, во времена конфликта в пригородном районе сюда хлынул огромный поток беженцев. И мы, несмотря на национальность, на религию, мы хотели и помогали всем, кто попал сюда. Всех как могли согрели, накормили. Там были и украинцы, и русские, и армяне, и чеченцы, и ингуши. Все национальности там были, всем мы и помогли. За 5 лет, прошедших со дня выборов президента республики, удалось сделать, казалось, невозможное – справиться с проблемой, о которой многие иностранные наблюдатели говорили не иначе, как о гуманитарной катастрофе. За последние 5 лет то, что произошло, это, конечно же, колоссально. Может быть, в самой республике до конца это не понимают, но то, что мы видим со стороны, для нас эти изменения, они имеют принципиальное значение. Повышается уровень жизни, повышается интеграция республики в общероссийские дела. Вес республики усиливается на Кавказе, и это отрадно. Вес республики усиливается и на международной арене. Ингушетию единогласно принимают в Ассамблею европейских регионов, престижную международную организацию Совета Европы. Его представители на месте оценивают ситуацию. И даже самые рьяные критики признают масштаб произошедших перемен. На месте представителей Совета Европы и любых других международных организаций, в общем-то, и убеждать нечего. Они сегодня не отрицают быстрого, форсированного развития Ингушетии. И, конечно, им не остается ничего иного, кроме как приветствовать и поддерживать такой социально-экономический бум. Планы совместных проектов обсуждаются в московском правительстве. Приоритет – строительство жилья. Ингушетия – перспективный для инвестиций регион. Москва готова помогать. Я Ингушетию не понаслышке знаю. Был один из самых таких моментов становления республики. Мне есть чем сравнивать. И те темпы, которые республика за последние годы набрала, они говорят о том, что практически эти темпы даже опережают средние темпы по многим показателям в целом по России. И, например, жилье, если взять на душу населения, то, что строится в республике, это больше, чем в Москве. И, конечно, свой опыт в строительстве, который я имею, я постараюсь использовать для помощи республики, для взаимодействия с республикой. Особенно все, что касается решения социальных вопросов. Москва здесь имеет очень большой опыт. Мы строили многие города.
И я думаю, что мы с удовольствием и примем участие в работах и в Ингушетии. Только за последнее время в республике построено более 2,5 миллионов квадратных метров жилья. На днях заселены еще 2 необычных дома на 60 квартир. Они возведены специально для преподавателей Ингушского государственного университета. Вообще прирост объема строительных работ в Ингушетии только за первый квартал этого года увеличился более чем на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самые высокие показатели в стране. Эти данные публикует Росстат в дни, когда республика отмечает свое 15-летие. Звезда Голливуда Анджелина Джоли была приятно удивлена увиденным. Она приезжала с гуманитарной миссией посла доброй воли. Ее так растрогала теплая встреча с президентом, что любимая женщина Брэда Питта просто потеряла дар речи. Зато по возвращении домой с трибуны ООН она заявила, что очарована президентом Зязиковым и всем тем, что он делает. Безусловно, Анджелина Джоли и другие кинодивы, они очень красивые, и мы общались, но у нас в Ингушетии, в России очень много красивых женщин, и даже многие есть и красивее, хотя я думаю, что это она не услышит, Анджелина Джоли, но тем не менее у нас очень такое трепетное отношение, доброе отношение к женщине, потому что женщина — это мать, это сестра, это подруга, это то, с чего начинается жизнь. Жизнь этого малыша началась всего месяц назад. 3-й ребенок в интернациональной семье. Николай Галибегашвили – грузин, Ольга Бородина – русская, а жить они приехали в Ингушетию. И, наверное, дорогого стоит, когда русская мать говорит о своих детях так. Ну, они-то вообще коренные ингуши. Они оба, вернее, не оба уже, а 3, они все рожденные здесь. О корнях ингушского народа, о его прошлом и настоящем новая книга Мурата Зязикова, которая вышла в Париже. Она называется «Ингушетия. История, культура и традиции». Получил огромное удовольствие, прочитав книгу. До этого я, честно говоря, не имел представления даже о том, где находится эта республика. Что-то слышал о Северном Кавказе, где неспокойно. Теперь понимаю, как мало мы знаем об этом замечательном крае. Признаюсь, история и культура народа Ингушетии меня тронула до глубины души. В общем, для меня открылось новое знание о республике и о ее президенте Мурате Зязикове, который написал эту книгу, обладая без сомнения любовью к своему народу, глубокими знаниями истории и от чистого сердца. Больше узнав о культуре ингушского народа, знаменитый кутюрье Пьер Карден готов принять ингушские танцевальные и фольклорные коллективы на сцене своего театра. Я подтверждаю свое приглашение. Такая самобытная культура не просто достойна, должна быть представлена повсюду в Европе. Если ингуши, как пишет автор, центр солнечного сплетения на Кавказе, то их искусство — это солнечное сияние настоящего творчества, будь то танцы или костюм. Вообще, мэтр высокой моды не подозревал, что идеал женской красоты мир позаимствовал из Ингушетии. Здесь не брали замуж невесту, если ее талия была больше 60 сантиметров. Такой идеал женской фигуры установился еще в XIV веке. Это пояс ингушской невесты, называется техкар. Он состоит из 12 звеньев, которые в окружности составляют ровно 60 сантиметров. И есть еще этот пояс. В этот пояс не укладывается талия девушки. Считали, что вот она как бы не экономная, не подтянутая, за собой не следит. Зина Инаркиева – главный консультант Ингушетии по свадьбам. Ее салон подвенечных платьев знаменит далеко за пределами республики. Чтобы выйти замуж в неповторимом национальном костюме, сюда приезжают девушки из Москвы, из Санкт-Петербурга, Франции и Бельгии. Истинная красота не знает ни границ, ни расстояний. Это нагрудник чисто из серебра вот выполненный. Обычно его заказывали, такие нагрудники. И вот когда надевали, желали ей столько-то мальчиков, столько-то девочек, сколько звеньев у тебя там. Вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Конечно, мальчиков больше желали. Если нету мальчика, если его в доме нет, он имеет право жениться на 2-й, на 3-й, до тех пор, пока они не появятся. Семейному счастью этой молодой мамы ничто не угрожает. У нее это первый ребенок и сразу мальчик. Мы очень рады, что наконец-таки у нас появилось новое здание, хорошие условия, что даже завтра выписываться не хочется. На достигнутом молодая мама останавливаться не собирается, хочет еще. 5 мальчиков и 2 девочек.
По уровню технического оснащения Центр охраны материнства и детства один из лучших в стране. Он может принять всех рожениц республики, рассчитан на 7 тысяч пациенток в год. Именно столько женщин в Ингушетии становятся мамами. С вами вместе прошли по палатам, увидели счастливые лица мам. Ну а что еще нужно в этой жизни? Трудно предсказать, кем станут эти новорожденные, когда вырастут. Но будущего руководителя, как она сама, Хава Евлоева, определяет уже сейчас по голосу. Вот представьте себе, девочка. Значит, мы зарекаемся, сегодня говорим о том, что и быть ей руководителем. Быть ей просто счастливой, и еще одаренной и талантливой, что важнее. Такой, как сегодняшние ровесники многонациональной республики Ингушетии, которыми гордится президент.